В рамках фестиваля «Мусустар» проходит обсуждение, как привлечь молодое поколение к работе в сельском хозяйстве. Встреча проходит в здании Министерства сельского хозяйства, где собрались студенты агротехнологического университета и сельхозтехникума. Как было озвучено на встрече, из выпускников высшего и среднеспециального аграрного учебного заведения только 33% работают в этой сфере. Поэтому стоит задача повысить этот показатель на 50%. Между тем, предусматривается поддержка для стимулирования молодежи к сельхозработе. Например, выпускникам оплачивается подъемная выплата. Всего такую выплату получили более 380 молодых специалистов. Тех выпускников, которые выезжать будут на работу в Арктические северные районы, размер выплат варьирует от 12 тысяч до 22,5 тысяч рублей. Это зависит от уровня образования. А если выпускник выезжает в центральные районы нашей республики, то размер выплат варьирует от 9 до 15 тысяч рублей. И за прошлый год такие выплаты получили 386 молодых специалистов. Общая сумма расходов бюджета составила 301 миллион рублей. И в этом плане мы говорим о том, что размер выплат был увеличен в 2020 году сразу в 1,5 раза. Фестиваль «Мусустар» этого года – выход на новый уровень традиции, стартовавший в 2021 году. Хедлайнерами 13 тематических треков выступают звезды российского телевидения, спорта, кинематографа, шоу-бизнеса и блогеры. Конкурс журналистики и блогинга проводится в рамках фестиваля и становится неформальной площадкой для развития и поддержки талантливой молодежи. В Республиканском медиацентре прошла дискуссия на тему «Блогеры в условиях новой реальности. Перезагрузка». Известный тикток-блогер Фросик Фрося, блогер Елена Самарукова, ведущий Матч ТВ Карен Адамян и руководитель региональных представителей ВКонтакте Татьяна Маркина делились своими профессиональными взглядами, а также проводили мастер-классы для участников конкурса. Я хотел быть футбольным комментатором. Очень. Я мечтал, невероятно мечтал, но понимал, что 14-летний комментатор – это невозможно. И понимал, что впереди очень много работы, где-то грязной работенки, то, чего ты, может, не очень хотел бы делать, но надо делать, чтобы набираться опыта и дождаться своего шанса. Я много работал там ночами, в том числе во время школы. И вот в итоге, не знаю, там случился в 2012 году конкурс футбольных комментаторов на канале «Россия-2», который сейчас Матч ТВ. И я стал одним из 2 победителей.